Все. Окей. Я же на хатку цапа закінчили, позову зіктой, зілися без статусу обстаза росту. Лай граница, игриских акширов кузиге, всех здесь зло обсуге. Спасибо, присаживайтесь. После небольшого перерыва новогоднего и рождественского мы с вами продолжаем изучение Священного Писания, Слова Божьего. У нас книга «Исход», пророк Моисей. Кто у нас сегодня будет читать? Пожалуйста, с 14 главы, 1 стиха. Господь велел Моисею: скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули назад и остановились у Пи-Хахирота между Мигдолом и морем, близ Баал-Цефера. Разбейте там стан у берега моря. Спасибо, спасибо. То есть на чем сейчас акцентирует внимание Моисей? Народ Израиля вышел из Египта, да? То есть фараон отпустил. Отпустил куда? Отпустил на 3 дня для совершения чего? Торжества, да, или вот так называемого фестиваля, праздника, да, вот Богу Адонаи вместе с женами, детьми, скотом, имуществом и теми драгоценностями, которые израильтяне также взяли с собой, да, и вот они двинулись из... Вы знаете, что исход из Египта был сопряжен 10 казнями, да, он сопровождался 10 казнями. Каждая из казней это не просто казнь, это суд над чем? Над религиозными взглядами египтян. Почему? Потому что египтяне, точно так же, как и Моисей и израильский народ, обращаясь к Господу Богу, да, Адонай Элохим, обращались к своим богам. Они тоже прибегали к помощи и заступничеству языческих богов. Для чего? Для того, чтобы как-то противодействовать. То есть мы что видим? Мы видим тут сопряжение между Господом Богом Израилевым и пантеоном египетских богов, достаточно распространенным, расширенным, кодифицированным и так далее. И вот израильский народ вышел и движется в направлении от Рамсеса, да, от города, в котором они находились, движется, чтобы выйти из Египта. Конечно, они бегут. И вот смотрите, что нам говорит Священное Писание. Господь обращается к Моисею и говорит: скажи сынам Израиля, чтобы они возвратились и расположились перед Пи-Гахирот между Мигдол и морем. Мигдол это город? Местность. Если бежит народ, убегает, неважно, народ, человек, община, группа людей, то главная задача у них какая стоит? Побыстрее покинуть, ну, во всяком случае, территорию досягаемости, да, египтян, египетского войска, там, фараона, вельмож и так далее, и так далее. А здесь Господь возвращает их в Египет и предлагает расположиться между местностью и морем. То есть как бы загоняет их в ловушку. Так не бывает. Когда люди бегут, они бегут. Вернуться назад, да еще расположиться между, собственно говоря, Египтом и морем, это значит себя вот в этой части что? Обезоружить. То есть тебе двигаться дальше будет некуда. Но и это еще не все. Что за местность? Местность перед Баал-Цефон. Против него располагается станом у моря. Почему здесь речь идет о Баал-Цефоне? В Баал-Цефоне расположен храм по названию этой местности, храм, посвященный Ваалу. Ваал — это божество египтян, финикийцев древнего мира. Да. Финикийцы на этом месте
устраивают моления для того, чтобы благополучно был их путь на кораблях. То есть вот все эти торговые, да, вот, передвижения на кораблях, перевозка грузов и так далее, так, торговля, все это должно происходить, поскольку это происходит под покровительством Баал местности Цифон, все это под его покровительством, соответственно, здесь ему молятся. Заметьте, молятся не о том, чтобы куда-то ходить, молятся о том, чтобы плыть. Потому что тут море. Отсюда выход в Средиземное море, здесь выход в Нил и так далее, и так далее. То есть это морской торговый путь. Зачем 600-тысячный народ загонять вот в эту местность? Мы сталкиваемся с каким-то пока еще для нас непонятным противоречием. Господь говорит: вернись, да еще встань против той местности, где финикийцы молятся о благополучном корабельном, то есть плавательном путешествии. Так. Кто у нас здесь двигает? Да, это, конечно, все хорошо, но... Вот мы обратим внимание на карту. Да? Вот у нас карта Древнего Египта. Вот они бегут из Рамсеса. Вот, да, подходят. И тут он их обращает обратно. Вернитесь назад. Вернитесь к этому капищу корабельщиков. Ну, зачем? Какой в этом смысл? Следующий стих, пожалуйста. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь. Да, дословно это так. И скажет Паро, то есть фараон, о сынах Израиля: заблудились они в земле, глубоко погрузились в нее, замкнула их пустыня. Следующий стих. Я сделаю так, что он, упорствуя, погонится за вами. И вот тогда я торжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь. Спасибо. То есть о чем идет речь? Смотрите, мы отпустили рабов, а они блуждают. Они не могут выйти из Египта. И скажет фараон о сынах Израиля: заблудились они. Но тут пасете стадо овец, да, тут приблудились какие-то чужие, а овцы, ну вот они в стаде. А тут свои рабы, 600 тысяч рабов, вы можете себе представить? О чем думает фараон и вельможи, сановники Египта? 600 тысяч рабов, которых мы отпустили, они где-то блуждают, плутают и заблудились. Они не могут покинуть пределов страны. Что побудит фараона к следующему действию? Ну, конечно, вернуть их, безусловно, возвратить рабов. Это же, ну я еще раз повторюсь, отношение к рабам точно так же, как к крупному и мелкому рогатому скоту. Но если он куда-то вышел и где-то заблудал, то хозяин естественным образом движется для того, чтобы вернуть их обратно. Этот умысел Господь заранее озвучивает. Я сделаю так, что он, упорствуя, вы помните это упорство сердца, погонится за вами, тогда я восторжествую
над фараоном и над его войском. Помыслы такие достаточно понятные, о чем забывает фараон каждый раз. Вы помните 10 заповедей. О чем забывает фараон? Это псалтырь. Да, совершенно верно. Это псалтырь, 22 стих. О чем здесь говорится? «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности». Ради чего? Не ради меня, не ради моих подвигов, молитв или еще чего-то. Ради чего? Ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вы представляете себе пастыря, то есть пастуха, который ведет стадо овец. Овцы спокойные. Почему? Да, с ними пастух, собаки и так далее, и так далее. Да? Фараон каждый раз забывает о чем? Что перед ним не просто народ, перед ним не просто вождь Моисей, Аарон, неважно кто. Эти имена ничего не значат. Перед ним народ, который избран Господом, взят в удел. И Господь говорит, что я их пастырь, я выведу тебя из Египта. Вы помните эти слова, которые были даны Израилю, да, перед его переселением в Египет. Я пойду с тобой, спущусь с тобой в Египет, и я же рукою крепкою что сделаю? Выведу тебя. Фараон, действующее лицо, что немаловажно, действующее лицо упускает из виду. Он видит только то, что видят его глаза. Он видит Моисея, Аарона и рабов. Чего он не видит? Он не видит Господа. Он не видит пастыря. Он не видит того, кто взял в удел этот народ. Это сопряжение постоянно уже приводило у нас к чему? К казням. Каждый раз после которых вроде бы этот народ отпускали, соглашались, да, под давлением обстоятельств, как мы сейчас сказали. Но и поскольку сердце каждый раз оказывается в одном и том же состоянии, фараон не является верующим в Господа человеком, он каждый раз что делает? Возвращается на круги своя. Вот этого фараон не воспринимает. Ну что значит пастырь, кто такой Бог? Адонай и так далее, и так далее. Вы помните эти все эти диалоги. То, что касается закоснелого сердца. Ну, вы знаете, когда коснеет сердце человека. Когда его оставляет Господь. Господь предупреждает: я восторжествую над фараоном и над его войском. То есть, вот в этой косности человеческой природы будет явлена что? Сила, святость, всемогущество, свойства божества. То есть Бог явит себя в этой... Ну, на самом деле мы видим с вами божественную святость, когда вокруг все уходит в греховные тартарары. Да? Когда вот совсем темно, тогда мы видим что? Самый мельчайший, малейший луч света. Когда один из апологетов об этом очень интересно рассказывает, когда мы говорим о человеческой природе и ее греховности, вроде бы это похоже на то, как мы прибираемся в своей комнате. Вроде бы мы крупные вещи разложили по местам, да? Вроде бы мы крупные вещи разложили, и все вроде бы нормально. Но включаем свет и видим какие-то недостатки. Справляемся с этими недостатками, спокойно складываем руки, вроде бы все хорошо. Но как каждый из вас, особенно хозяйки, знают, стоит появиться лучу света, да, и такое количество мелкой пыли носится.
что ты просто удаешься, куда девалось все то, что ты только что прибирал. Вот то же самое и человеческая природа. Господь – это вот такой вот луч, который показывает, что сколько бы этот процесс человеческой чистоты и очищения не шел, по сравнению с Богом это всегда будет греховно. Господь себя на фоне этой греховности являет всегда, показывая, что есть человеческая природа и в чем ее святость заключается. Мы с вами уже об этом говорили. 5 стих, пожалуйста. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. Что мы наделали, сказали они, мы выпустили сынов Израилевых, наших рабов. Спасибо. Вот в продолжение этой темы, да, вот известная вещь из апостола Павла, это послание Коринфянам 2. 3 раза апостол Павел, ну вы все знаете, да, этого апостола, 3 раза умолял Господа избавить от напасти, да. Что он слышит от Господа? Достаточно для тебя чего? Моей благодати. Сила лучше всего проявляется в слабости. Вот слово, которое здесь стоит, асфения, немощь, бессилие, слабость, болезнь, недуг. Да. А в чем она проявляется? Она проявляется именно в немощи человеческой. Другое дело, если бы апостол Павел был здоровым таким, знаете, не гладиатором, ну, сенатором Рима, вельможей, обладал какими-нибудь возможностями финансовыми, политическими. Вот это был бы, мы ведь таких сильных мира сил себе представляем, да, за которые можно пойти. А этот в немощи. И Господь ему открывает, благодать или сила Божия открывается именно в немощи. А дальше что говорит сам апостол? Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью. Где вы видели людей, которые хвалятся своими слабостями? А почему человек, христианин, хвалится слабостями? Потому что они позволяют ему показать, что это не его сила и не его действия, что за ним стоит, в нем и через него, и вокруг него действует кто? Сам Бог. Вот явить Бога как действующую силу, что является одним из самых важных в христианской проповеди, в миссионерской деятельности, не своими делами кичиться во время проповеди, да, а являть действие Божие. Потому что, ну чего уж там говорить, не только язычники, не только там непросвещенные язычники или заплутавшие люди. Христиане часто забываются о том, что в этом мире действующей силой и действующим лицом является кто? Господь Бог, Элохим Адонай Элохим. Что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, это одно и то же лицо. Вот апостол Павел особо это подчеркивает, чтобы вам не было сила Христа. Потому что когда у человека все получается благодаря ему, у него что происходит? Забвение Бога. Он забывает об этом действующем лице. Просто забывает о том, что это делает Бог. Потому что он считает, что это делает кто? Я. Это мой ум, это мои руки, это моя смекалка, это мой язык, кто нам Господь. Это очень просто. Мы все впадаем в это состояние. Пятый стих, пожалуйста. Еще раз 5. Пятый, да, еще раз. Царю египетскому сообщили, что народ Израиля ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. Что мы наделали, сказали они. Мы отпустили сынов Израилевых, наших рабов. Да, вот совершенно верно. Вот подлинники было сообщено, да,
масоретский текст нам говорит, и было сообщено царю Мицраима, что народ бежал, и переменилось сердце фараона, сердце Паро и его слуг народу. Почему переменилось? То есть фараон ведь сам отпустил народ, да? Погибли первенцы из Египта, Мицраима. Это самая сильная казнь, которая только произошла. Был плач, но траур еще не закончился. А тут смотрите, что происходит. Когда сердце коснеет, в самости, да, мы с вами об этом говорили, переменилось оно вновь в отношении этого народа. И сказали они, не просто фараон, это весь Египет, что это мы сделали? Вот тут у нас «Веирехек левав». Хафек – это поворачивать, переворачивать. Сердцем что произошло? Левав – это сердце, да? Оно повернулось, перевернулось, обернулось, поменялось. Помните, 10-я казнь. Погибли первенцы Мицраима, у людей от скота и до людей. За то, что он не выполнил Да, Моисея. Да, мы с вами каждый раз на этом останавливаемся, да. Теперь смотрите, переменчивое сердце, это что за состояние? Это обычное или необычное состояние? Вот ария произведения Джузеппе Верди Риголетто «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене». Да. В каком месяце? Как ветер мая. Ну, это не дословный перевод, там немножечко другое, там меняется женщина, но дело в том, тут прям сконцентрировано. Сердце меняется, да? А дальше как-то с нежной улыбкой в страсти клянутся, плачут, смеются, нам изменяя. Вот это человек. Вот это человек. И не только сердце красавицы, сердце фараона, всех слуг Мицраима, оно точно такое же. Что во времена Джузеппе, что во времена... Мы-то чаще всего клянем что? Мы клянем жизненные обстоятельства. Дескать, мы изменяемся под влиянием жизненных обстоятельств. То есть человеческий эгоизм и человеческая гордыня, как мы понимаем, ищут что? Ищут оправдание в чем? В внешних условиях. Да? Мы даже вывели такую сентенцию: бытие определяет сознание. Сколько лет проповедовали, сколько десятилетий. Да? А давайте послушаем, что по этому поводу, помимо Священного Писания, говорит святитель Филарет Московский, благодаря которому синодальный перевод, собственно говоря, у нас в руках долгое время присутствовал. Вот что он говорит. Стоит человеку изменить свое сердце, меняется его судьба. Как интересно, да? Мы говорим, что мы меняемся под влиянием внешних обстоятельств. Плохое мы скорбим, хорошее мы радуемся, да? Попадает какая-то выгода, когда с течением благоприятных обстоятельств мы ими пользуемся, да? Но ничего не получается, мы сидим сложа руки. А вот смотрите, что говорит святитель Филарет. Стоит человеку изменить свое сердце, меняется его судьба. То есть наоборот. Мы часто говорим о переменчивости судьбы, о колесе фортуны, говорит в божественной комедии Данте, да, вот он вращается и что-то нам предоставляет. Нет же, говорит Филарет, мы часто говорим о переменчивости судьбы, но редко исследуем причину этой переменчивости. А действительно, почему судьба иногда благосклонна, иногда нет? Причина, говорит он, наше сердце. Интересно, да? Причина наше, простите, это Николай Сербский. Причина наше сердце. Неустойчиво и переменчиво наше сердце. Поэтому Творец судеб, а даже Данте говорит, что колесо фортуны находится в руках Бога.
Переменчиво наше сердце, поэтому Творец судит, меняет свои методы, подобно тому, как врач меняет способ лечения по мере изменения состояния больного. Осознание собственной болезненности, это мы с вами уже часто говорили. Этот человек вообще, что вы, сказать о том, что мы больны, мы Господа Спасителем сквозь зубы называем, целителем тоже. А ведь Он реальный Спаситель, реальный Целитель. И кому же нужен Господь, если мы здоровы? Писание об этом прямо нам говорит, да? Цитировать это никакого смысла нет. Но с нашим состоянием мы даже придумали такое течение гуманизм. Принять человека таким, какой он есть. Замечательно, правда же? Но почему-то с физическими болезнями мы не хотим мириться. А вот с духовными мы говорим, давайте примем человека со всем его вот этим багажом, его болезненности. Гуманизм современный. Поэтому и законы под это дело теперь вот меняем семимильными шагами и так далее. Да? То есть, человек находится в таком состоянии, но что теперь делать? Тут что важно? Даже в христианской среде нужно быть очень осторожным. Почему? Прелестное, о котором говорят святые отцы, состояние, то состояние увлеченности и прелестности, оно вот в сердце начинается. У нас очень распространено в среде людей духовных, о которых говорят, что они многоопытные, очень распространено такое течение, как кардиогнозис. Сердечное, кардио, понятно, сердце, сердечное познание, познание чувствами, познание сердцем. А это вообще возможно в христианской среде? Можем ли мы доверять этому источнику в области познания, рассуждения, вот этому источнику? Как говорит Господь, откуда исходят помышления злые? Прелюбодеяние, любодеяние, татьба, убийство. Откуда они исходят? А чему мы доверяем? С кем мы советуемся? Понимаете? И вот возникает такое течение, мистическое даже. Я сейчас не говорю о людях неверующих, о людях верующих, много лет пребывающих в церкви, даже в разных конфессиях, вы знаете. Почти везде оно встречается. Сердцу они доверяют. Из сердца черпают помыслы и мысли, соглашаются с тем, что исходит из сердца. А что, сердце — это не часть природы? А природа у нас что, не повреждена? Не сердцем ли советовалась наша праматерь? Вот эти вот представления о плодах, как красивых, вкусных, они откуда исходили-то? Приятных для... Вот это вот все где концентрируется-то? В чувствах, в области чувственной. Поэтому христианские подвижники, люди, пытающиеся жить по Евангелию, очень осторожно относятся к чему? К чувствам. Но мало того, что они переменчивы, это еще ладно, куда они заводят? Христианской добродетелью именуется не чувственность и не разумность. Вы же помните, да? Христианская... Да, вот, кстати, да, вот философы — это другая крайность, логос, да? Чувственность, сенсуалистика — это другая крайность, а христианская добродетель как называется? Целомудрие, целостность, единство разума, чувства, воли. Да, единство, когда они не противоречат друг другу. Известный универсум, который мы с вами когда-то рассматривали, перевернутую пирамиду, да, когда плоть ее возглавляет, чувство ниже, да, а разум в самом низу. Она должна быть поставлена на свое основание. Разум, чувство, воля.
Вот такое деление и их единство, непротиворечивость. Не то, что мысли ведут в одну сторону, чувства в другую, воля вообще иногда отдыхает. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что слушать мы можем только Слово Божие. Слышать мы должны только Слово Божие. Если мы начинаем слушать и слышать наши чувства в ущерб всем остальным частям человеческой природы, будьте осторожны. Это отнюдь не говорит о христианской жизни. 6 стих, пожалуйста. Фараон велел приготовить свою колесницу и собрал свое войско. Да. Но народ движется медленно, тем более станом стал у моря. Что тут нужно сделать? Тут нужно применить техническое превосходство. Ну, понятно, простите, Египет это достаточно высокая цивилизация. У них что есть? Конечно, он заложил свою колесницу, а колесница она боевая. То есть она что? Это, во-первых, маневренность по сравнению с пешим человеком, да? Во-вторых, это что? Это возможность поражать на расстоянии, потому что там управляющий колесницей и тот, кто стреляет. Ну, то есть, как это, боевую машину пехоты или как БМП, БТР, танк, что угодно, да, там ведь со временем еще и всякие приспособления были для слежения. Ну, вот что историки говорят. Египетская колесница была по тем временам грозным оружием и сохранялась на вооружении почти 1500 лет. Это небольшая двухколесная повозка, похожая на низенькую трибуну, ездили не сидя, стоя, запрягалась 2 конями, то есть она достаточно быстрая, вскакивали в нее сзади, передняя стенка колесницы была своеобразным щитом, вы видите, да, это показано. Для седока конями управлял возница, а бой вел воин, стоявший рядом с ним. Они кидали также дротики, стреляли луком, кроме того, что пользовались копьями. Но не стрелы были самым страшным орудием колесницы, к осям прикреплялись по 2 остро оточенные 3-метровые бронзовые косы, которые резали что? Вражескую пехоту, как траву сносили. Косы покороче приковывались к переднему дышлу и расчищали коням дорогу. Да, то есть не просто все. Можно себе представить, то есть, что производило, да, вот на мирных людей, я не говорю о войне, а на мирных людей, что могло произвести, какой, да, конница. Ну, собственно говоря, ну что, мы тоже 14 августа 1992 года впервые увидели танковые подразделения, да, которые колесили, которые колесили по мирным, да, городам и весям нашей страны. Это тоже, представьте себе вот эти ощущения, да. В общем, у египтян, это о чем говорит, превосходство во всем, в технике, в силе, но и в мотивации тоже. Одно дело, когда раб бежит, другое дело, когда хозяин его преследует. То есть вы понимаете, кто быстрее бегает. Да? Тут как бы вот все против Израиля. 7 стих. Он взял с собой 600 отобранных колесниц, отборных колесниц. Да, 600, заметьте, отборных колесниц, да. Так, да. Дальше. Все колесничное войско египетское. Мацаревский текст. И взял он 600 колесниц отборных. 600 отборных колесниц. Это отнюдь немало, вы понимаете. И колесницы, ну, видимо, там что-то связано еще с провиантом, наверное, там, с фуражом, с оружием, да, и остальные тоже. Вот. И предводителей взял над всем. Вообще Египет — это одна из первых стран, где появился так называемый кавалерийский устав, то есть как себя должна вести колесница. То есть они были достаточно поднаторевшие вот в этом деле. Да, 600, как вы сегодня сказали, 600
современных высокоточных танков. Да? Вот движется. 8 стих. На каждой колеснице стояли опытные воины. И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля шли, ничего не опасались. Да. Вот давайте мы к букве, да, к букве перевода вернемся. Крепким или закоснелым сделал Господь сердце. Мы уже говорили о коснении сердца, что это царя Мицраима. Ну и, естественно, в этом состоянии царь Мицраима стал преследовать египтян. Но далее что? Это с одной стороны, да, вот, закоснелое, очерствевшее сердце фараона, и он преследует. А что происходит с самими израильтянами? А сыны Израиля уходили с высоко вознесенной или под высоко вознесенной рукой. Да. То есть Яцим беяд рама. Ну, яд это рука, б это под или в предлог, рама это высоко. Рум, от слова рум, это высоко. Выходили израильтяне с высоко или под высоко поднятой рукой. То есть можно представить и человека, который идет так, и человека, который идет под дланью, а под чьей рукой они выходили. Чья это рука над? Конечно, рукою крепкою или сильною, или мышцею сильною он выводит их. Помните, да? Вы ничего не будете делать, я выведу вас. Вот посмотрите, как педантично, постоянно на это обращает внимание пророк Моисей. Это не ваши деяния, это не плод ваших ухищрений, это не ваше воинское искусство, политика, финансы. Нет, это мое действие. Действующее лицо Бог. Здесь ру. Под какой рукой или с какой рукой идут? С высокой, возвышенной, поднимаются. Этот на танках, а эти под высокой рукой. А руки-то не видно. То есть, если бы мы визуально смотрели, да, мы бы видели огромный стан людей и приближающуюся технику. То есть результат здесь как бы должен быть, конечно же, налицо. Это 8 стих, 9 стих. Египтяне пустились за ними в погоню. Все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско, и настигли их на стоянке у моря. Ну да, евреев нагнали там, где молились кто? Эти путешественники на кораблях, торговцы на кораблях. Все, тупик. С точки зрения стратегии, тактики ведения боевых действий или боевого искусства, все. Комедия закончилась, теперь начнется драма, трагедия. Шансов на спасение нет, о них даже думать нельзя. 10 стих. Фараон приближался. Посмотрели сыны Израилевы и видят, египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать Господа. Да, Паро приблизил себя, там очень интересно форма глагола, не просто приблизился, приблизил себя, и подняли, это частая форма, поднять глаза и увидеть что-то, да, и подняли глаза свои израильтяне, и вот Мицраим движется за ними. И устрашились они очень, ну это понятно, увидите, да, такое. И там коре, и громко воззвали. Да. Ваицаку бне Исраэль эль Адонай. И возопили, воззвали, то есть не просто крик встанет, да, ай, уй, там и все такое прочее, как это обычно бывает. Нет, не просто. Они возопили к Всевышнему. О чем у нас говорит вот вопль к Всевышнему? У нас он
один из первейших разов, где встречается в книге Бытия, с вами говорили. Помните, в Содоме и Гоморе? Вопль достиг небес. Вот. Что еще вопияло? Кровь кого? Совершенно верно. Авеля вопияла, да? Ну, дальше мы с вами будем говорить, кто читал труд работника. Работник не должен роптать на своего хозяина, его вопль не должен доходить до Всевышнего. Вопль вдовицы не должен, потому что обязательно услышит Господь это. То есть много-много случаев несправедливости, да, при которых Господь слышит. Потому что он попирается что? Закон Божий, безусловно. Попирается закон Божий. Тут можно заключить множество договоров, можно подкупить судью, можно как Каин сказать, что я сторож своего, все что угодно можно придумать. Но выскользнуть из этого нельзя никак. 11 стих. Что, в Египте негде было похоронить нас, кричали они Моисею. Ты привел нас сюда, в пустыню, чтобы мы здесь погибли? Да, вот смотрите, и сказали они Моше. Ну вот тут это, конечно, И сказали они Моше: не потому ли, что нет могил в Египте, в Мицраиме, ты взял нас умирать сюда? Это горькая ирония, достаточно горькая. Мы и так гибли, мы и так были рабами. А ты нас еще вывел в пустыню, чтобы нас вот сейчас срезало это войско, да, с колесницами. Что ты сделал с нами, выведя нас из Мицраима? Но это ропот скорби, это понятно. Тут как бы никаких слов даже нет. Ты вождь, ты подвел нас к чему? К истреблению. Вожди, они, конечно, очень любимы народом, но стоит пойти чему-то не так, стоит отклониться, да, вот весь ропот и глаз народа на одну эту голову, вот, понимаете, да, а тут речь не просто о каких-то вождях идет, тут, простите, речь идет о ком? Тут речь идет о пророке Божьем. И на это никто не посмотрел. Ну, чего там говорить? Любой христианин, который следует евангельским заповедям, который чтит Всевышнего, который участвует в богослужениях, стоит чему-то произойти в нашей жизни. Чему-то не тому, что мы ожидали. В области линии, частной, общей, здоровья, семейной жизни, общественной жизни. Как тут же внутри, вот в этом самом месте рождается что? Конечно, ропот. За что? Почему? Почему со мной? Хуже ли я? Ну и дальше вы понимаете, кто говорит и как говорит. Достаточно много говорит. Когда я гибну, когда мои планы рушатся, мне уже не до того, чем я занимался. 40 лет в пустыне будет он водить народ, 1,000,001 раз они будут на него роптать. Даст Бог, мы с вами это будем проходить. 1,000,001 раз. Но в лице Моисея, конечно, на кого ропщут? Конечно, на Всевышнего. Да. В лице Аарона и Моисея, конечно, ропот на Всевышнего. В этом контексте хорошо бы вспомнить послание к филиппийцам апостола Павла. Вот оно такое. Давайте его прочтем. «Мои любимые, вы всегда были послушны. Не только когда я был с вами, но и гораздо более того сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом явите вашего спасения, потому что это сам Бог совершает в вас работу». Обратите внимание, о чем говорит апостол. Сам Бог совершает в вас работу, побуждая вас и желания, и действия согласно со своей волей.
делайте все без жалоб и споров, чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятнанными детьми Божьими среди этого развращенного и злого поколения. Здесь гонкисмос, ропот, недовольство, жалоба. Она характерна и для христианских общин. Еще как характерна, не просто для внешних. Еще как характерно. 12 стих. Говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы будем рабами египтян. Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне. Логика понятна. Ведь это есть то, что мы тебе говорили в Мицрае. Я ж тебе говорил, вспомните, как часто мы произносим эту фразу. Но я же предупреждал, что так и предупреждала, что так и будет, да? Вот. Ведь это есть то, что мы говорили тебе в Мицраиме так, оставь нас. Представляете, даже там они роптали. Мы будем служить, быть рабами. То есть мы будем рабами в Египте, ибо лучше нам служить, то есть рабствовать Мицраиму, чем умереть в пустыне. Ну, то, что человек между свободой и рабством выбирает, между жизнью и рабством выбирает рабство. Это, я думаю, понятно. На нас земной шар можно посмотреть, и вы это все увидите. Конечно, выбирает рабство. Вот. Ну, я же вам говорил, это такое состояние, отчасти, конечно, самооправдание, безусловно, самооправдание, да, это человеческая гордыня, это человеческое эго. Вы знаете, есть такая история об одном прозорливом старце, мы ее часто вспоминаем в связи с этим. Был один старец прозорливый, очень много чего предсказывал, и много чего из сказанного сбывалось. И шли к нему нескончаемые тропы. И вот однажды он перестал предсказывать, перестал говорить о будущем людям. Как-то опечалились, его ближайшее окружение, пришлось спрашивать: отче, скажи нам, почему Господь отнял от тебя свой дух, почему ты перестал предсказывать будущее людям? Ведь все сбывалось, ты помогал им. И старец ответил: я устал быть пессимистом. Вдумайтесь в это. Мы живем отнюдь не в идеальном, вы понимаете, мире. Эдем, он остался за пределами, а Царство Божие — это то, что внутрь, но мы не хотим его. Соответственно, всегда обращая внимание на окружающую среду и на собственные чувства, то есть живя по воле и хотению этого мира, князем которого является кто? Товарищ. Да, товарищ. Вот. Мы в каждом деле можем наблюдать червоточинки. В каждом деле. Какие бы это благие дела, ну куда ведут благие дела, знаем, какие бы это благие дела, они всегда не идеальны. Но чаще всего мы их не в своих делах замечаем, мы, конечно, у ближнего, понятное дело, конечно, у ближнего, да. Всякое дело имеет червоточинку. И вот вам простой рецепт. Если вы хотите прослыть прозорливым в своем окружении, да, будьте пессимистами. Будете пессимистами, все так и сбудется. После каждого дела вы сможете с чистой совестью сказать: а я предупреждала, что так и будет. Поверьте, прослывете старицами или старцами на много-много километров вокруг. Да. 13 стих. Не бойтесь, ответил Моисей народу. Стойте и смотрите, как Господь вас спасет.
Последний раз вы видите перед собой этих египтян, больше вы никогда не увидите. Вот удивительные слова. Насколько же они удивительны. И сказал Моше народу: не страшитесь, то есть не бойтесь. В Новом Завете очень часто встречается это выражение. Господь очень часто произносит. Потому что люди, они боятся там, где бояться не нужно. И наоборот, наглеют там, где... Моше говорит народу: не страшитесь. Станьте и зрите спасение. Вот чудеса, да? Какой должен быть клич у вождя? К оружию! Хоть умрем достойно. Что значит? Встаньте и зрите спасение. Ну, это что, ничего не делаете? Что значит, не бойтесь, стойте и смотрите? Вы что, идиоты? Кто так поступает? Сценарий перепутан с ног на голову. Так не бывает в жизни, так даже в произведениях художественных не бывает. Что значит встаньте? Господом неспосланное спасение, которое Он совершит вам сегодня. Как это, не я буду защищаться? Мне кто-то что-то совершит. Ибо как видели вы Мицраим сегодня, более не увидите его вовеки. Это что вообще такое? Это как? Еще раз повторюсь, с точки зрения большинства сегодняшних христианских учений, с точки зрения, я уже не говорю о ветхозаветных религиях и мировых религиях, так не бывает. Чтобы достичь спасения, надо что-то делать. Нельзя стоять и смотреть. Что значит неспосланное сверху? Это я поднимаюсь на вершины добродетели. Как это неспосланное сверху? Самое главное слово вот тут. Как оно звучит? Вайомер Моше эль Гаам. Вайомер сказал Моисей к народу: Аль тирау, не бойтесь. Ну что такое ира? Бояться, страшиться, пугаться. Слушайте, мчится на тебя войско. Что значит не бойтесь? Это состояние представить невозможно. Мчатся на тебя танки. Стой, не бойся, сейчас они все взорвутся. Не бойся, сейчас Господь пошлет тебе спасение. Как это? Так не бывает. Так не бывает и не может быть. Но часто в Новом Завете мы слышим: не бойся, малое стадо, да? То есть, оказывается, количество ничего не значит. Господь минимальное определение церкви какие ввел? Вот не каноны, а Господь. Где двое или трое? Как? Подождите, а как же патриархаты? А как же мощь церкви, митрополии? Что значит двое или трое? Он так и говорит: где двое или трое собраны во имя Мое, там я, после вот она церковь. Как это двое или трое? Друзья мои, так не бывает. Так не, как без монастырей, без храмов, без какого-то огромных общин, да, многотысячных, ну хотя бы сотни человек состоящих. Какие двое-трое? Это же какое-то бродяжничество. Мы-то так церковь не воспринимаем. Но скорее всего, ко второму пришествию Господь откроет именно это. Что христианство это вот где двое или трое, а не где тысячи или миллионы. Сейчас меряются чем? Количеством. А Господь смотрит на что? Да, Он хочет свой образ увидеть, а не наносные маски.
различных богов, да, окружающих. Ну вот у нас есть Евангелие от Иоанна, да? Вот Евангелие от Иоанна. Как оно звучит? Когда настал вечер, ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, и Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновало. Опять море. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Так не бывает, человек не ходит по воде. Но Он сказал им: это я, не бойтесь. Эго ими, да? Велериавтис, эго ими, это я. Ми фовисте, не бойтесь. Бог не пугает людей. Приближение Всевышнего – это не уничтожение всего существующего. Приближение Всевышнего – это покой. Там сказано Моисею: стойте и смотрите, сейчас к вам придет спасение. Здесь тоже апостолы ничего не делают. Ну, кроме того, что тоже ропщут, там спорят, кто из них будет главным в приближающемся царстве, и многие другие интересные вещи друг с другом обсуждают. А здесь Господь говорит: не бойтесь, это я. Страх и Господь – это вещи несовместимые. Чаще всего страх – это орудие, как и смущение, следующее за ним – это орудие дьявола. Он очень хорошо им пользуется. Он прекрасно, да, вообще фобиями. Ничем другим нельзя человека так поработить и вести опять обратно в Египет, в это рабское состояние греха, как фобиями, страхами. Если там в пустыне тут нас убьет фараон с колесницами, там нам есть будет нечего, на нас нападут, ну, или звери, или люди, и нас съедят, но там свои страхи были в пустыне во время 40 лет скитания, да? И что они, болели, умирали как-то необычно, ничего такого не было, шли себе и шли, и еды было достаточно. И даже когда пытались эту манну на следующий день, ну, что же говорить, расторопные люди, хорошая хозяйка, она же всегда запас имеет продуктов. Вот когда пытались эту манну небесную на следующий день оставить, что у них получалось, не на следующую неделю, она гнила, да, там мошки заводились. То есть не думайте о том, что будет потом. Вот час вам дается и достаточно, да. То есть что? Стойте и смотрите, Господь дает вам спасение. Это что, только к Ветхому Завету? Это же про образ мы с вами говорили. А вот давайте посмотрим. Давайте внимательно посмотрим. Это у нас что? Это дело нашего спасения. Да? Вот Господь распятый. Что делают ученики? Последователи. Ну, кроме тех, кто убежал. Кроме тех, кто убежал. Но даже из тех, кто далеко стоит. Что они делают? Стоят и смотрят. Что они делают? Это сейчас они все соискупители в лице пап, блаженнейших, святейших, преподобнейших, архи и так далее. Это сейчас все соискупители. А вот тогда у креста мать, женщины и Иоанн стояли и смотрели. Ничего сделать не могут, римляне стоят. Фарисеи, саддукеи стояли и смотрели. Лонгин сотник стоял и смотрел. Кто что делал? Спасение – это наших человеческих рук дело. Мария, Иоанн, они сидели, стояли, болтали у креста.
Вели разговоры, ну вот смотри, вот уже умирает, а нет, кажется, еще живой, ой, ты посмотри, ой, я тебе сочувствую, Мария. Вот такие диалоги шли у Христа? Нет. Стояли, молчали, плакали. То есть греховная человеческая природа тут не сделала для спасения ничего. Господь, Бога-человек, сделал все сам. Поэтому последние слова, что совершилось. Вот оно. Мы с вами уже говорили о том, что на что человек смотрит, на что он обращает внимание, да, то и поселяется в его сердце. Поэтому мы говорили с вами, что смотреть нужно не на грехи, хотя видеть их необходимо. Смотреть, то есть концентрировать внимание, нужно не на добродетели, хотя, безусловно, они в жизни нужны, а смотреть нужно на кого? Конечно, смотреть нужно на Христа, зачинателя нашего спасения, на начало нашего спасения и конец нашего спасения. Смотрим на Него, приобщаемся Его качеств. Каких? Они, конечно, божественные, но они человеческие, они нам принадлежат. Смотреть нужно на кого? Не на ближнего. Помните этот вопрос знаменитый Петра? Ну вот, вот вот что с ним там? Ты по мне, за мной иди. Что там с ним будет? То есть его спасение тоже в моих руках. Твое спасение в моих руках. То есть это радиусы, да, которые направлены в центр кого? Его. На меня смотри, по мне иди, мне подражай, меня слушай. То, что я говорю, исполняй. Что там будет с Иоанном? Его спасение в моих руках, он спасется. Это, даже если захочу, там что-нибудь, что такое произошло, там, неважно, это произойдет. Смотреть на Христа. Это очень важно. 18, да, вот тут есть следующий стих. За вас будет воевать сам Господь, успокойтесь. Да, буквально так. Господь будет вести битву за вас. То есть не вы ведете брань. За вас ведет Господь, а вы молчите. И стоит вот это сигао. Молчите, умалчивайте, молчите, умолкните. Вообще, стойте, молчите. Это состояние какое? Это состояние покоя. Господь постоянно показывает. Суббота, да, шаббат. День чего? День покоя. Господь показывает, что приближение к Нему или Его приближение к творению – это всегда вступление в состояние покоя, Его покоя, Господня покоя. Это, как вам сказать, это не то, что мы обездвижены и не двигаемся. Да? Это не значит, что мы ничего не желаем. Мы вот говорили, что Дух Святой в человеке рождает желание и воление, да? Угодное Ему. То есть это не значит, что человек перестает жить. Это значит, что человек лишается беспокойства. Беспокойство лишается. Лишается беспокойства. Но покой, как бы это сказать, это не результат человеческого подвига. Иначе тогда бы представители вот всяких восточных течений, в определенной асане сидящих, да, там йогов и так далее, они бы достигали покоя. Безусловно, если бы это можно было сделать своими человеческими руками. Да. Но если в экстремальное состояние представителя любой религиозной конфессии поместить в качестве легкого эксперимента, покой его покидает. И вот Господь говорит, вы молчите в том смысле, что вы же вот сейчас растеряны, кричите, да, они же взывают, кричат, и вы еще оскорбляете моего пророка Моисея, поскольку ничего хорошего, почему молчание золота? Когда ничего хорошего сказать не можешь,
когда язык, он прямо от страсти возбуждается и говорит, ты лучше его, чтобы у страсти не было силы, ты его вот. Останови и ограничь еще в самый момент зарождения, да? Господь будет вести силу. Вы молчите, умолкните. То есть, что значит? Да умолкнет ваша греховная природа. Не то, что там вы не живите или не говорите, или еще чего-то. Грех пусть молчит. Следующий стих, 15. Господь сказал Моисею, что ты взываешь ко мне? Вели сынам Израилевым идти вперед. Ничего себе. И сказал Господь Моше, что ты громко взываешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, пусть идут, отправляются путем. Слушайте, приближается войско. Вот вы представьте себе, что происходит. Приближается войско, а Господь говорит, что ты кричишь там, да? Что ты кричишь ко мне? Пусть идут. То есть будьте спокойны, молчите, еще и идите своей дорогой. Так не бывает. Но это говорит не человек, это говорит Господь. 16 стих. А сам протяни посох, простри его над морем, и море расступится, и сыны Израиля пойдут по одному море, как по суше. А вы помните посох? Жезл власти, вы помните, да? Что это такое, как он был, да? Подними посох, простри руку над морем. Он уже не раз поднимал посох, во время 10 казней простирал руку. Вы помните, чем это все оканчивалось. И войдут сыны Израиля внутрь моря по суше. Как это по суше? Вот Тавех стоит посередине моря. Там Господь шел по воде, да? А тут Израиль пойдет по суху. То есть не по воде, а по суше. Как это? Среди, между чего? Внутри чего? То есть он как бы говорит, я твоя защита, я между тобой и фараоном, не бойся, молчи, да? И я между тобой и водой. У тебя вода преграда, не бойся, иди. Куда иди? С одной стороны колесница, с другой море. Иди в море. Он говорит, я твой щит. Я тот, кто тебя прикрывает. И вот свидетель Филарет Дроздов говорит, я твой щит, по элику ты, защищая других от несправедливости и насилия, не видишь между человеком и защиты. Да, это часто бывает, когда между людьми нам уже не на кого надеяться. Для самого себя. Я сам буду твоим щитом. Ни жизненные обстоятельства, ни знакомства, ни семейные связи, ничего, не ты сам. Я буду твоим щитом. 18 стих. Я сделаю так, что египтяне упорствуют, стремятся за вами следом. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском, над его колесницами и всадниками. Да, то есть через его силу я явлю себя, через его греховность я явлю свою святость, через его жестокость я явлю свое милосердие. То есть здесь погибнуть должны вы, будет по-другому. Через вашу немощь, как говорит апостол Павел, будет явлена моя сила или благодать. 19 стих. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и всадниками. Ангел Божий, что шел перед строем израильтян, встал позади строя. Да, вот так. Дальше. Облаченный в столб, он был пред ними, встал позади. Да, вот интересно здесь. И переместился ангел Божий. То есть они не просто так какой-то столб или огненный или облачный перед ним. Мы с вами уже говорили о явлении облака. Переместился ангел Божий, шедший перед станом Израиля, и пошел позади них. Да, он же вел их, а тут он стал за ними. Ну почему? Щит. Между кем? Между израильтянами и египтянами. И переместился облачный столб, соответственно, шедший перед ними, и стал позади них. Но вот здесь стоит слово «Ваиса
Малеах Гаэлохим. Малеах. Мы с вами говорили о еврейском слове малеах, арабском малик, а маалик, да, да, посланник Божий, буквально ангел. Ангел. Вот это слово малеах. 20 стих. Он разделил строй египтян и строй израильтян. Он был как темное облако, а ночью светился. И в ту ночь два строя не сходились друг с другом. Масорецкий текст. «И вошел между станом Мицраима и станом Израилем». То есть разделил их. Да? Господь же говорит, что Он меч разделяющий. Он и разделил их. И было облако и мрак для Мицраима, облако и мрак. Но это один и тот же ангел. И озарял огненный столб стан сыновей Израиля. То есть темно стало у египтян и светло, так не бывает. Да? То есть как бы природного явления, так мы уже говорили о ночи, которая на Египет, да, сошла. То есть не бывает, что в земле Гошем светло, а вот во всем Египте казни. То есть в земле Гошем вода нормальная, а во всем Египте ненормальная. Так не бывает, да? То есть если природное явление, катаклизм, то он везде. А тут как это? Ангел встал, для одних ночь, для других одних освещает. Ну так, свет же не может так рассеиваться. Естественный свет. И не приближался один стан к другому. Для чего это было сделано? Египтяне не смогли напасть на израильтян. Воины не смогли причинить вреда в этот день кому? Израилю. Когда речь идет о грехе, мы Господа называем огнем поедающим. Мы как читаем? Как тает воск от лица огня, да, то погибнут кто? Да, то есть грех и Бог, они сопрягаться не могут. Бог не есть Бог тьмы или греха. Это как огонь. Соответственно, всякий грех опаляется. Но вот то же самое мы говорим о аде и рае. Когда мы часто рассуждаем этими образами, там, сковородками, котлами и прочими вещами, да, то мы должны с вами хорошо понимать, что один и тот же свет божественной любви, один и тот же свет божественной любви для праведника является блаженством, для грешника мучением. Но это один и тот же свет божественной любви. Это не значит, что Бог какие-то особые мучения придумывает и ухищряется ради того, чтобы грешника наказать, чтобы он горел, чтобы с ним было что-то плохое и так далее. Бог есть любовь. Бог зла не творил, но зло и не может приблизиться к Богу. И если зло стало родным или сродственным нашей природе, и мы не можем от него отказаться, то начинается наше мучение. Перед лицом чего? Перед лицом одной и той же божественной любви. Одно и того же блага, одного и того же Бога. Поэтому апостолы видят свет, а кто-то видит скрежет, слышит скрежет зубов и гиену огненную, да, вот это местечко перед Иерусалимом. Но это один и тот же Творец. Мы это так воспринимаем, Он это не творит. Мы это так воспринимаем, потому что мы падшие люди. 21 стих. А Моисей простер руку над морем, и всю ночь Господь гнал воды моря сильным восточным ветром. Он обратил море в сушу, и воды расступились. Да, вот, пожалуйста. И вошел мир. Это следующий стих. Расступились, и пошли сыны Израилевы по дну моря, как по суше. И простер Моше руку, как обычно он это и делает. И разводил Господь море сильным восточным ветром всю ночь. То есть всю ночь дул ветер. И превратил море в сушу, и разверзлась она. Восточный ветер, говорит Псалтырь, да, он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею. Это
подлиннике. Беруах кадим аза. Беруах, ну, руах, вы знаете, это мы уже с вами проходили, это дух, воздух. Кадим, восток, восточный, сильный аза, да, сильный восточный ветер. Этот южный и восточный ветра еще не раз встречаются, но восточный ветер — это очень страшная вещь, он все сушит в пустыне, все уничтожает. Там у Ионы пророка, когда он лежал там в тени, тоже восточный подул, все завяло, и он стал просить Господа, чтобы его... И так далее, там много-много раз встречается этот восточный ветер в Священном Писании. Ну, нехорошее явление засухи и смерти в пустыне, да? Вот. У нас есть такой текст. Тоже, когда это кадима встречается, но, правда, уже на греческом языке. Скоро поднялся против него бурный, подул южный ветер, и они подумали, что получили желаемое, и отправились и проплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер буйный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противостоять ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие, ввязывать корабль, боясь, чтобы не сели на мель. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. На третий день побросали с корабля вещи. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезды, продолжалась буря, наконец исчезла всякая надежда ко спасению. Это у кого? У какого апостола? Да, это тоже апостол Павел. И так как долго не ели, Павел, став посреди, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем бы избежали сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, только корабль. И вот опять. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому я служу, явился мне в эту ночь. Чаще всего вот эта теофания, связанная с явлением ангела, воспринимается святыми отцами церкви как явление второй ипостаси Пресвятой Троицы, да, Логоса. И сказал этот ангел: не бойся, опять, ну, слова одни и те же, да, значит, лицо действует одно и то же. Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем, и Бог даровал тебе всех плывущих. Это Деяния апостолов, 27 стих. Вот этот Эврос, на латыни вальтурн, это южный, юго-восточный сухой ветер Греции. И также называлось божество этого ветра. Что произошло с водой? Вака — это рассекать, разрубать. Вот что с ней произошло. Она как будто бы не водянистая, да, у нее природа, а какая-то там другая совершенно. Проламывать, делать брешь, пробиться, то есть она разошлась. 22 стих. Поступил. Следующий стих. По правому от них стояла стена воды, а по левую стена воды. Да. Вот тут, правда, левое и правое еще на иврите означают южное и северное. Поэтому мы можем и как бы себе представить локацию до этого дела. И вошли сыны Израиля внутрь моря по суше, а воды им стеною справа и слева, то есть с юга и севера. То есть вода стала как стена. Почему? Потому что Господь щит. Господь щит. И вот говорит блаженный Августин. Вот мы святых отцов послушаем на сей счет. Этот народ Божий, освобожденный из огромного и пространного Египта, проведен через Красное море, чтобы погружением в воду покончить с врагами. Таинством Красного моря, таинством что мы называем? То есть погружением. Таинство погружения у нас какое? Ну, конечно. Таинством Красного моря, то есть погружением в святую кровь Христа, уничтожаются грехи. Преследующие египтяне. Кто такие грехи? Египтяне.
И когда ты выходишь на другой берег, египтян же уже нет, не останется врага, который тебя притеснял. А вот что говорит Григорий Низкий, брат Василия Великого. Как считает божественный Павел, сам народ, прошедший Черное море, благовестил спасение из воды. Перешел народ, а царь египетский с войском утонул. И через эти действия пророчествовалась тайна. То есть это не просто история, как мы часто с вами говорим, отдельно взятого народа. Да? И ныне, когда народ погрузился в воду вечного бытия, паки бытия, спасаясь из Египта, то есть тяжкого греха, сам народ освобождается и спасается. Дьявол же со своими приспешниками. А что это за приспешники? Я имею в виду духов зла. Захлебывается в печали и гибнет, считая спасение людей своим несчастьем. Вот на этом мы на сегодняшний день остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Если нет, мы помолимся. Господь, всякого истины, Богу, Тебя, Богородицу, пусть блаженный будет пророчный Матерь Бога нашего, честнейших и благословивших без сравнения всех и изъяснением Бога, Слово Сущую Богородицу, Тебя величаю. Спасибо. Спасибо вам.